Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Витаю, салям алейкум, добрый вечер, в студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Укрэнерго начала работу по подключению электричества на линии Каховская-Титан. Сергей Аксенов заявил, что Крым не примет электроэнергию с материковой Украины. Украина введет зону свободной торговли с ЕС со следующего года, несмотря на недовольство России. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Ремонтные бригады Укрэнерго начали подключение электричества по линии Каховская-Титан. Об этом сообщил председатель Херсонской городской администрации Андрей Путилов. По его словам, в результате проведенной работы и переговоров ремонтников допустили к подключению электроэнергии. Провокаций и конфликтов не допущено. Полиция осуществляет охрану общественного порядка. Ранее глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, что активисты энергоблокады готовы возобновить электроснабжение полуострова лишь по одной из 4 линий. Оці 2 тижні непостачання, вони продемонстрували таку безмежну нікчемність, повну нікчемність окупаційної влади, їхню безмежну жадобність. Учасники блокади доходять до того, що по цій лінії Каховка-Титан може бути відновлення електропостачання. Виникає питання, чому по цій лінії? Це єдина лінія, яка не може розгонятися більше, ніж 220-250 МВт. Российские власти Крыма откажутся от поставок электроэнергии с материковой Украины в случае их возобновления. Об этом изданию «Крыминформ» заявил новый глава полуострова Сергей Аксенов. Цитата. «Мы уже давно отказались от всего украинского. Они перекрыли рынок поставок стройматериалов полгода назад, продовольствие 3 месяца назад, воду в самом начале перекрыли. Электроэнергия была последняя нитка, которая связывала нас с Украиной», сказал Аксенов. Он подчеркнул, что Крым будет не только пользоваться электроэнергией, поступающей из Кубани, но и развивать собственную генерацию. По словам Аксенова, на данный момент ситуация с электричеством в Крыму налаживается. Все ресурсы сейчас работают на то, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, в первую очередь, жилого сектора. В общем, ситуация выравнивается. Ожидаем к 15 числу запуска второй нитки. Соответственно, количество подаваемой энергии как минимум на 20% увеличится. Российский глава Севастополя Сергей Миняйло заявляет, что обстановка с обеспечением электроэнергии в городе постепенно стабилизируется. Однако режим чрезвычайной ситуации все еще сохраняется. По словам Миняйло, новое правительство города вновь разрабатывает очередные графики подачи энергии в жилые дома региона. Но пока мы не выйдем на нормальную жизнь, режим ЧС будет. То есть на сегодняшний момент из опыта прошлого года при такой погоде у нас лимит потребляемой мощности порядка 190-200 мегаватт. Сейчас мы имеем 120. Ночью падало до 90. Поэтому мы сейчас имеем где-то половину. На данный момент в Севастополе установлен ежесуточный лимит на электроэнергию в объеме 165 мегаватт. По словам российского директора Департамента городского хозяйства Олега Козурина, собственная генерация составляет без малого 87 мегаватт. Еврокомиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан ожидает положительного заключения Европейской комиссии по либерализации визового режима для Украины 15 декабря. Об этом сообщает Крым Реалии. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини со своей стороны отмечает, что процесс есть, но призвала завершить те рекомендации, которые еще не выполнены. В то же время, по мнению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, украинское правительство для отмены виз уже все выполнило. Более того, Яценюк заявил, что несмотря на негативные заявления Российской Федерации, Украина введет зону свободной торговли з ЄС со следующего года. Наша сьогоднішня зустріч відбувається якраз перед запровадженням угоди про зону вільної торгівлі. І з 1 січня ця угода набуде чинності. Ми провели 13 різних технічних консультацій з північним сусідом з приводу запровадження цієї угоди, з приводу тих запитань, які були в Російської Федерації. Ми готові далі відповідати на будь-які запитання, але наша відповідь чітка і зрозуміла. Угода набуде чинність з 1 числа. Большая часть контрабандной нефти исламского государства проходит через Турцию, заявил в понедельник премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади, сообщает издание «Корреспондент». Согласно информации, Ирак присоединился к ряду стран, связывающих Анкару с финансированием террористов. Во время встречи с министром иностранных дел Германии Абади подчеркнул, цитата, «важность прекращения контрабанды нефти террористическими формированиями, большинство из которой поставляется контрабандным путем через Турцию», сказал премьер Ирака. Ответ Турции на это заявление пока отсутствует. Это были новости. Радио Крым Реалии. Эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. Вы знаете, вы нас можете слушать вне зависимости от того, есть у вас свет или все-таки верные отключения докатились вот сейчас в самом неблагоприятном своем развертывании до ваших домов. Поэтому 2 пальчиковые батарейки, радиоприемник, переключаем на М549, ищем частоту, и вот они мы в ваших динамиках. Впрочем, наша программа, она не только для цифровых людей, она вполне себе и для аналоговых, точнее, не только для аналоговых, но и вполне себе для цифровых. Поэтому милости просим в Твиттер, если интернет у вас под рукой, можете приходить к нам на сайт Крым Реалии, читать нас. Ну и даже можете нам звонить. Плюс 38 044 490 29 05. Крым в центре внимания. Мне сегодня с утра позвонили друзья из Праги, говорят, напиши нам статью какую-нибудь о блокаде. У вас же там все устаканилось, все спокойно, тихо и стабильно. Ну, я им вроде пообещал, а потом через 2 часа перезвонил, говорю, не, братцы, надо подождать немножечко, потому что, судя по всему, тут снова все начинает бурлить и кипеть. Новостные поводы появляются один за одним, и уже даже непонятно, есть ли блокаут в Крыму, нет ли блокаута в Крыму, что происходит с активистами гражданской блокады, кто кого переиграл в вопросе энергоснабжения полуострова. Вот во всем этом мы сегодня на самом деле и попытаемся разобраться. Давайте для начала, чтобы я не повторялся, мы прослушаем, какие же информационные поводы подарил нам день сегодняшний в отношении энергоблокады. Репортаж. Крымчанка Женя не нарадуется. Время, когда свет давали по 4 часа в сутки позади. С 12 ночи до 4 утра. Как вы себе представляете? Сейчас чуть-чуть, вроде бы так, радуемся. Дают уже на 12 часов свет. Это уже какой-то просвет. Жительница Восточного Крыма ничего не слышала о намерениях Украины возобновить поставки электричества на полуостров. Об этом в воскресенье в Киеве заявил лидер Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Электричество, по его словам, будут подавать только по одной ветке – Каховка-Титан. Це єдина лінія, яка не може розгонятися більше, ніж 220-250 МВт. Що буде відбуватиметься в Криму, якщо ці 220 МВт туди підуть? Завдяки цим МВтам і тим, які виробляють, власне, в Криму, або вже почали отримувати з материкової Росії, вони, якщо захочуть, зможуть повністю забезпечувати потреби громадян и социальной сферы. Решение возобновить поставки электричества было принято после встречи лидеров крымских татар с президентом Украины. Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам тоже заявил, что надеется на возобновление поставок. В ночь с 6 на 7 декабря возле ЛЭП появились бойцы правого сектора. Они не пустили ремонтников Укрэнерго. Представители национального движения, которое с первого дня поддерживает блокаду Крыма, говорят, что такое решение считают предательством государственных интересов Украины. А лидер Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров не исключает подписание документов между Крымом и материковой Украиной, но при одном условии. Що будь-які договори, в якій би сфері вони би не готувалися, не підписувалися, в яких фігурує Крим, щоб українська сторона ці договори могла би підписати лише в такому випадку, якщо там говориться про автономну республіку Крим, Украина. Крымчанка Женя говорит, что ей все равно, откуда будет поступать электричество, кто будет подписывать договор и как он будет называться. Ведь люди остались один на один с проблемами. Живем как в каком-то гетто. Никто о нас не думает, никто о нас не заботится. Вот так выживай как хочешь. После обеда бригада Херсон-Облэнерго приступили к подключению к электроснабжению высоковольтной линии Каховка-Титан. А российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым отказывается от поставок украинской электроэнергии. С 22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. Полуостров живет в режиме чрезвычайной ситуации. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Но если вы думаете, что это все новости, которые касаются Крыма, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что, если вы вспомните, то гражданские активисты, которые, собственно, и устраивали товарную блокаду, а затем поддерживали энергоблокаду, они состояли не только из представителей крымско-татарской общины. Они как раз-таки к ним в том числе примыкали активисты правого сектора. Так вот, активисты правого сектора буквально час назад заявили о том, что даже частичное возобновление поставок электроэнергии в Крым – это предательство государственных интересов. И пообещали, что если это случится, то они прекратят участвовать в гражданской блокаде Крыма. И нам удалось достать комментарий начальника оперативного штаба правого сектора на гражданской блокаде. Мы не знаем его имени, мы знаем только его позывной. Его позывной «Хорват». Точка зрения. Ми виходимо з блокади Криму, мирної акції під керівництвом Меджлісу. Зараз просто наші позиції з Меджлісом і іншими активістами на блокаді Криму розбіглися через те, що вони вважають за потрібне підключити лінію електропередач, яка веде на завод «Титан». Ми виходимо з блокади Криму, змінюємо свій формат. Ми не відмовляємося в подальшому блокувати Крим, ми не відмовляємося захищати українські території, але будемо робити це не в рамках блокади Криму під керівництвом Меджлісу. Слушайте, давайте, в сухом остатке что у нас есть? Есть 4 линии электропередач, ведущих в Крым. По одной из них, которая завозит электроэнергию в Северный Крым, планируется возобновить электроснабжение. По странному стечению обстоятельств именно по этой ветке запитываются заводы «Крымский Титан» и «Крымская сода», которые входят в Остхем Групп, которая принадлежит Дмитрию Фирташу. И многие как раз-таки в Фейсбуке, комментируя новость о возможном возобновлении электроподачи Крым, ставят хэштег, цитирую, «Фирташ всех переиграл». Так вот, что мы наблюдаем с точки зрения политической игры? Вот как раз-таки мы этот вопрос попытаемся прояснить вместе с нашим гостем. С нами на связи политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Вадим Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вадим Юрьевич, скажите, насколько оправдана та точка зрения, согласно которой решение о восстановлении электроподачи в Крым – это победа Дмитрия Фирташа? Скорее Байдена, а не Фирташ. Потому Байдена? что, я думаю, все-таки нажали наши западные партнеры для того, чтобы было восстановлено электроснабжение Крыма, для того, чтобы не обострять проблемы с Российской Федерацией. Это сейчас никому не надо, особенно здесь, в Европе, в Крыму. Тем более на фоне обострившихся отношений Турции и Российской Федерации. А фактор Меджлиса, фактор Крыма, он немаловажный в этих отношениях. Поэтому, не ищите кошку черную в черной комнате, где ее нет. Причем тут Фирташ, ради бога. А во-вторых, блокада, она выполнила свою роль. Она обратила внимание опять на проблемы Крыма, она показала, какие экономические издержки отделения Крыма для крымчан, которые голосовали на референдуме, понятно, под влиянием зеленых человечков, но никто не задумывался об экономических убытках такого отделения, поэтому им показали. В принципе, какие могут быть серьезные экономические издержки, и они, кстати, могут быть увеличены, если блокада бы расширялась. Но, знаете, в политике действует закон непреднамеренных последствий. Хорошие были намерения, хорошие были пожелания, но в последнее время уже блокада начинала приобретать контрпродуктивный характер. Во-первых, она отдаляла крымчан от Украины. Во-вторых, она инфраструктурно отделяла уже и отдаляла полуостров от материковой части Украины. И через год, а может быть и раньше, уже бы Россия выставила полностью автономную генерацию, и так далее. По всей логистике. Это нам надо. Придется возвращать его. И, наверное, возвращать уже будет труднее при полностью автономной генерации электроэнергии и при других автономных подсистемах, которые Россия все-таки запустит. Потому что для нее это процесс, это серьезный вызов. Так? Крым, присоединение Крыма и так далее. Читайте
Вот все выступления последние от Путина, Медведева и так далее. Поэтому мы уже ничего тут не добьемся. А во-вторых, нам надо электроэнергию закупать и в России, и уголь антрацитово закупать и в России, и другие. В атомной энергетике продолжается сотрудничество. Вы знаете, тут мы не можем порвать его. Потому что мы можем сказать, давайте воевать, а не торговать. Разовьем все отношения. Ну хорошо. А кто будет атомные станции наши топливо поставлять? Вестингhaus не закроет эту тему, не закроет этот дефицит. Так что надо быть реалистами, нужно быть прагматиками и понимать, что надо и когда-то остановиться. Я думаю, сейчас пришло время остановиться, это понимают и крымско-татарские. Но вы полагаете, и лидеры крымско-татарского народа. Вы полагаете, что и просто вы когда упомянули о том, что Дмитрий Фирташ может не иметь отношения к этому, я просто напомню, что самый крупный плательщик до аннексии налогов в крымский бюджет это была Северокрымская химия. 23% суммарных сборов крымского бюджета это как раз-таки налоги от крымского титана и крымской соды. То есть два эти предприятия, их значение для Крыма, сложно преуменьшить. И как раз-таки звучали многие версии о том, что в электроснабжении именно по этой ветке оно должно быть возобновлено как раз-таки для того, чтобы электроэнергия поступила на эти заводы. Более того, ряд украинских чиновников говорили о том, что это позволит избежать, мол, экологической катастрофы и так далее. Поэтому, когда я говорю о том, что, может быть, Дмитрий Фирташ или его окружение смогли пролоббировать восстановление энергоснабжения именно по той ветке, от которой запитаны в том числе в первую очередь их заводы, что это как раз-таки является тем фактором, который сложно сбросить с чаши весов. Как вы полагаете? Давайте так, со счетом мы не будем сбрасывать, так и не будем сбрасывать со счетом интересы и так далее. А скорее уже Григоришину больше довелось лоббировать, если допустить, что это результат лоббирования олигархов. Но я настаиваю на политической версии, а не олигархической версии, что это было принято политическое решение. Под давлением Запада, да? Да, это в том числе. И в то же время она понимала, что это дальнейшая блокада, она ведет. Понятно. Она свою задачу выполнила, надо вовремя остановиться. Спасибо, Вадим Юрьевич. Это было мнение политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева. Кстати, в разговоре о том, выполнила блокада своих задач или не выполнила, тут во многом надо судить о том, какие задачи, собственно, перед энергоблокадой ставились. Мы же помним, что изначально активисты Меджлиса, представители Меджлиса, они говорили, что задачей энергоблокады является давление на российских силовиков с тем, чтобы они отпустили украинских политических заключенных из крымских тюрем. Но как раз-таки эта задача, она решена не была. Более того, кроме того, я думаю, что сегодня очень у многих людей существует ощущение, что Российская Федерация не оставит попыток проложить линию электропередач с территории Краснодарского края в Крым, потому что она попытается защитить полуостров, который считает своим, от возможных блэкаутов в будущем. Поэтому даже сохранение инфраструктурной привязки Крыма, например, к украинским электрогенерирующим мощностям, оно не навсегда. Через год, полтора-два оно все равно будет потихонечку сходить на нет. Любопытно, что буквально сегодня Сергей Аксенов, российский глава Крыма, заявил о том, что электроэнергия была последней нитка, которая связывала нас с Украиной, и что мы не собираемся, даже если Украина решит возобновить электропоставки на территорию полуострова, он заявил, что Крым не примет эту электроэнергию. Брать ее нам не надо ни за какие деньги, ни за большие, ни за маленькие, заявил российский глава полуострова. С нами на связи, друзья, Дмитрий Марунич, эксперт в сфере энергетики, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, та ветка, о которой идет речь, чиновники говорят, что ее суммарная мощность вряд ли превышает 200 мегаватт, что она в первую очередь позволит запитать обесточенные населенные пункты на юге Херсонской области и так далее. Если действительно электроэнергия по ней начнет поступать, то что изменится в этом энергетическом балансе Крыма и юга Херсонской области? Я все-таки оценивал бы мощность
которую можно подать выше, чем 200 мегаватт, ну, как минимум 250, это первое. Ну, можно запитать объекты, которые находятся на севере Крыма. Это ПС «Титан», подстанция «Титан». Собственно, куда же подается эта мощность? Ну и, в общем, Каланчакский и Чаплынский район Херсонской области реверсом, так сказать, если, что вы совершенно справедливо заметили, например, с российской стороны не будут предприняты некие меры, которые это сделать не позволят. Вплоть до возможного разрушения, например, электроопоры на территории Крымского полуострова. Любопытно просто, некоторые украинские чиновники говорили, что в том случае, если мы не возобновим электроподачу именно по этой ветке, то на заводе «Крымский Титан» и «Крымская сода» может случиться в том числе чуть ли не химическая авария, что сегодня из-за того, что они обесточены, создается угроза экологической катастрофы и так далее. А потом я где-то встречал информацию о том, что вот как раз-таки эти крупнейшие заводы Северного Крыма, «Крымский Титан», «Крымская сода», имеют свои ТЭЦ, свои маленькие подстанции. Может быть, вы прольете свет на эту историю? Да, насколько мне известно, «Титан» точно запустил, «Крымский Титан» запустил свою ТЭЦ и обеспечивает электроэнергией не только свои нужды, но и нужды близлежащих населенных пунктов. Там уже в каком объеме сложно говорить, но то, что там несколько мегаватт мощности выдается, это совершенно однозначно. Вероятно, этого недостаточно для полного, так сказать, обеспечения потребителя, но тем не менее. Что касается экологической катастрофы, наверное, это должны делать такого рода оценки профессионалы с точки зрения, профессионалы в области чрезвычайных ситуаций. Я слышал впервые такое заявление от руководителя МинЧС по Херсонской области. Проверить меня я все-таки не являюсь специалистом в области экологии и работы Крымского Титана, поэтому удовлетворительно вам сказать, так оно или не так, тут, к сожалению, не могу. Но то, что там есть свои ТЭЦ и то, что они могут производить какое-то количество электроэнергии, это правда. Другое дело, что, наверное, для полноценной работы предприятия этой электроэнергии явно недостаточно. Скажите, а вот подобная ТЭЦ, которая стоит на заводе, я так понимаю, что, условно говоря, ее нужно топить углем для того, чтобы запустился процесс электрогенерации. То есть суммарная стоимость 1 киловатта или 1 мегаватта, произведенная на таком призаводовом ТЭЦ, она выше, чем стоимость того мегаватта или киловатта, который идет по материковым линиям электропередач со стороны Херсонской области. Правильно я понимаю? Я думаю, что не углем точно, а природным газом. Это первое. Это зависит от того, по какой цене этот газ поступает на саму ТЭЦ. То есть какая цена установлена в аннексированном Крыму для этого предприятия. Я, к сожалению, такой информацией также не обладаю, поэтому вопрос открытый. Если бы мы брали Украину, я вам с полной ответственностью, если бы было предприятие, которое получает газ по украинскому тарифу, то с полной ответственностью могу сказать, что, конечно же, было бы раза в 1,5 дороже, чем оно бы, например, эту электроэнергию брало на оптовом энергорынке, точнее, оптовэнерго. А в России там могут быть варианты, потому что цена на газ для промышленности там, в ряде случаев, она просто зависит от региона, она существенно ниже, чем в Украине. И тут могут быть нюансы. Я однозначно вам тоже ответить на этот вопрос не смогу, но то, что углем они там не топят, это совершенно точно. Понял. И еще один момент. Скажите, вот включение, насколько принципиальным было, сколько вот населенных пунктов на юге Херсонской области оказались по итогу обесточенными после подрыва линии электропередач в Херсонской области? То есть... Хороший вопрос. К сожалению, точное количество населенных пунктов я тоже, думаю, знаю только в Укрэнерго, как говорят, не колятся. Но если серьезно, то порядка 65 тысяч населения, которое живет в тех регионах, которые находятся сейчас, по сути, под угрозой нестабильного энергообеспечения. Вот они сейчас запитаны по резервной временной схеме. Если все оставить как есть сейчас, то, откровенно вам скажу, могут самые неприятные прогнозы реализоваться, которые, по сути, Укрэнерго уже обнародовала. То есть это развитие каскадной аварии, выход из строя оборудования. Дважды уже выходило из строя оборудования после факта самой блокады, начавшейся за последние 2 недели практически. Поэтому, наверное, не стоило бы оставлять все как есть, или же нужно предусмотреть где-то средства, либо Херсонобленерго этим должно заниматься, не знаю, правда, за какой счет, либо государство, для того, чтобы обеспечить этих потребителей уже по полноценной схеме электроэнергии, чтобы они, условно говоря, не сидели там в конце цепи с напряжением 180 вольт.
Вы, наверное, догадываетесь, что будет, если Понимаю. в сети будет 180 вольт. У них просто, например, стиральные машинки работать не будут. Понял. Как-то так. Спасибо. Дмитрий Марунич, эксперт в сфере энергогенерирующих мощностей, сопредседатель фонда энергетических стратегий, был на связи с программой «Крым Реалии». Друзья, ну вот это главный вопрос. Что мы наблюдаем? Корень всего лежит в политике или в энергетике? Это тот вопрос, на который мы пытаемся найти ответ в этой студии. И мы надеемся, что после короткой паузы нам удастся дозвониться до координатора гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова. Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9:35 и в 19:30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Вообще, друзья, любопытно следить за тем, как меняются интонации российских чиновников. Вот Сергей Аксенов, я говорил уже, что заявил, что нам, имея в виду российских чиновников, уже не нужна украинская электроэнергия, и мы не намерены вновь поддерживать отношения, поэтому даже если Украина, цитирую, захочет подавать нам электроэнергию, брать ее не надо ни за какие деньги, ни за большие, ни за маленькие, заявил он сегодня днем примерно в 16:51, а чуть позже ему вторил российский губернатор Севастополя Сергей Миняйло, который заявил о том, что Крым и Севастополь вполне могут прожить и без украинской электроэнергии. Заявил, что если не хотят украинские власти исполнять договорные обязательства, мы и без них проживем. На самом деле, друзья, вот действительно главный вопрос, что произошло, какие аргументы нашлись у официального Киева для того, чтобы убедить сторонников гражданской блокады Крыма согласиться на подачу электроэнергии на территорию полуострова как минимум по одной из 4 линий электропередач. Вот. С нами на связи Ленур Ислямов, координатор гражданской блокады Крыма. Возможно, ему удастся расставить какие-то точки над «ё» в этом вопросе. Ленур Иванович, добрый вечер. Вечер добрый. Скажите, пожалуйста, очень много всяких противоречивых заявлений было. Вот сегодня, на данный момент, позиция гражданской блокады Крыма и активистов, ваших коллег, и ваша личная, будет подана электроэнергия на север Крыма? Смотрите, у нас есть фронтлайн, есть бэк. То, что, как у любой организации, у любой акции, да, поэтому сейчас вот то, что мы здесь имеем, мы имеем то, что политики наши в лице Рифата Ага и Мустафа Ага были на встрече с президентом, были на встрече с послами, которые проходили, и везде было заявлено о том, что все-таки это гуманитарная катастрофа. Да, вы действительно сделали то, что сделали, то, что вы заблокировали как опоры. Вы показали оккупационной власти, что Украина действительно, материковая Украина действительно в большей степени дает то, что у Крыма невозможно за 5 минут или за полгода или за год добиться, чтобы это все было внутри, то есть независимости как таковой от материковой части. Мы это показали, но то, что говорил президент, и то, что говорили западные партнеры Украины, говорили о том, что нельзя допускать гуманитарной катастрофы. То есть нельзя озлоблять народ, и нельзя допускать, чтобы этот народ винил материковую Украину. Естественно, это все происходило буквально с первых дней, все эти разговоры, переговоры, которые я сейчас вам говорю, они были с первых дней. Естественно, мы понимали, что рано или поздно какие-то уступки нам тоже придется делать для официального Киева, потому что мы понимаем, что есть те вещи, какие-то договоры, какие-то вещи, которые касаются еще между владой украинской и оккупационной владой, или московской владой, боюсь сейчас даже предполагать. Поэтому мы себя сильно очень не тешили тем, что это мы будем долго держать такую энергоблокаду. Но мы ее продержали. Мы ее показали, что мы можем ее сделать, потому что мы ее сделали. И вы видите то, что в Крыму люди почувствовали, те, которые бегали с аквапрешевскими флагами и кричали, что Россия нам все заменит, все, Ленур что Иванович, Украина сделает лучше. У меня буквально один вопрос. Послушайте, 30 секунд у нас, 30 секунд до конца. Значит, у нас есть фронтлайн в лице Мустафы Джемилева и Рифата Чубарова, которые приняли решение. Что включить эту ветку Титан. Мы это решение здесь обсудили на гражданской блокаде, и так как я командир штаба гражданской блокады Крыма, я ее озвучил всем активистам. У нас были субъективные мнения свои определенные.
но никто у нас с гражданской блокады не вышел, как мы все были, так и остались, поэтому мы допустили Раскола нет? Ремонтников. У нас никакого раскола нет и быть не может. Все как были, так же всех на местах остаются. Спасибо. Это был Ленур Ислямов, координатор гражданской блокады Крыма. Друзья, я думаю, что нынешняя ночь, завтрашний день принесут нам новые новости. И нам будет что обсудить завтра. Поэтому слушайте Крым Реалии. И до скорого.